Добрый день всем участникам конференции. Очень интересно выступить именно в таком узком кругу специалистов, представленных различными областями гуманитарного знания. И основная идея моего доклада, она, в общем, не новая, но поскольку у нас конференция научно-практическая, мне бы хотелось адаптировать именно некоторые идеи к той ситуации, которая имеет место сейчас в нашем регионе, не только в нашем регионе. Так что же мы относим, в общем-то, к маркерам этнической идентичности в нашем регионе именно 17-18 век? Ну, надо пару слов сказать, что из себя представлял Уфимский уезд, который, в общем-то, соответствует границам исторического Башкортостана того времени. И уже в 17 веке это достаточно многоэтничный, полиэтничный и поликонфессиональный регион. Чем это вызвано? Ну, вы знаете, что башкиры входили в состав русского государства добровольно. И одним из принципиальных условий, которым удалось башкирам достичь, это вопрос о веротерпимости. То есть о праве исповедовать религию без вмешательства со стороны государственного центра. И действительно, это условие, судя по соглашением башкир, которые достигались уже в 17 веке, оно незыблемо, в общем-то, поддерживалось российским государством. Вот, кстати говоря, для сравнения, если мы возьмем другие регионы с компактным проживанием мусульман, допустим, Среднее Поволжье, Касимовское ханство, то там на протяжении всего 17 века мы видим постепенный процесс давления, особенно на мусульманскую элиту со стороны русского государства с требованием перехода в православие. Да? Для этого была задействована целая, так сказать, группа актов, касающихся, в частности, землевладения служилых татар. Так вот, территория Башкирии избежала всех этих репрессивных мер, и это привело к тому, что на территорию Уфимского уезда массами устремляется не только мусульманское население с соседнего Казанского уезда, из Мещеры, Касимова, но и огромное количество язычников в лице представленных финно-угорскими народами, в первую очередь, марийцами, удмуртами, чувашами. И, как известно, в конце XIX века, согласно всероссийской переписи, на территории Уфимской губернии проживало самое большое количество язычников компактно на территории Российской империи. То есть это вот как раз-таки результат вот этой массовой миграции, обусловленный конфессиональным статусом Башкирии в составе русского государства. То есть регион очень быстро становится полиэтничным именно в силу особых условий вступления башкир в состав русского государства. Но надо добавить еще то, что еще до вхождения в состав российского государства на территории Башкирии кочевало значительное количество нагайцев. Конечно, после смуты некоторая часть ушла в Северный Казахстан и на территорию Крымского ханства, да? Но значительная часть нагайцев осталась, об этом свидетельствует документы Уфимской приказной избы. Впоследствии они были ассимилированы башкирами, но на 17 век они еще сохраняли собственную идентичность на территории Уфимского уезда. Кроме того, начиная с 20-х годов 17 века начинается серьезное проникновение калмыков на территорию Уфимского уезда. Сначала это с востока, с сибирской стороны, а потом и с юга. Калмыки захватывают до 20% башкирских вотчинных земель на юге. В частности, еще в начале 17 века башкиры платили ЕСАК, Москве, с вотчинных земель на Эмбе. Представляете, да? То есть территория башкирских вотчин доходила до центрального Казахстана практически. Так вот, калмыки, нагайцы. А с начала 18 века это еще теснимые джунгарами подходят вплотную к башкирским кочевьям на Яике казахи младшего Жуза, каркалпаки аральские. И мы видим в крае вообще абсолютное смешение этносов, религий, потому что калмыки были буддистами в середине 17 века. Да? Фактически представлены 4 конфессии. Да? У нас это мусульмане, это язычники, ну конфессии сложно назвать, да? Это буддисты и православное население. Тоже не надо забывать, что
уже с начала 17 века начинается колонизация русского населения Башкирии, да? Уже на начало 18 века это порядка 10 тысяч дворцовых крестьян на территории Уфимского уезда. То есть вот такого многообразия мы нигде в российском государстве на начало 18 века не видим. Башкирия, Уфимский уезд становится вообще уникальной территорией. Это отчасти связано не только с правом исповедовать свою религию, но и тем, что Башкирия не была включена в состав общероссийской охраны границ. Вот это вот тоже надо учесть, потому что граница, которая охранялась российскими властями, проходила значительно западнее в 17 веке. Она проходила по Закамской линии. Все, что восточнее, на самом деле не защищалось системой пограничной стражи. Возникает вопрос, а что за российская территория, которая не защищается системой крепостей? А опять-таки по условиям вхождения башкиры получили, или точнее не получили, а были обязаны сами охранять юго-восточную границу. И действительно они создали такую систему. И башкирские тарханы, как организаторы пограничной стражи, в общем-то, с этой задачей справлялись достаточно неплохо. Потому что каких-то крупных проникновений кочевников с юга до территории, например, там, Нижнего Новгорода, как это раньше было, мы не видим. То есть башкиры останавливали большие силы, и они, кстати, остановили калмыков. Если вы знаете, по источникам калмыки смогли, в общем-то, принудить, так сказать, себе нагайцев. То есть после небезызвестных астраханских событий 30-х годов 17 века фактически нагайцы подпали под влияние калмыков, кочевавших уже на территории Башкирии. Отчасти те сибирские царевичи, которые сохранялись в Западной Сибири, тоже признали власть калмыков. И вот единственный народ, который, в общем-то, не сдался, не подпал под влияние калмыков, это были башкиры. Сами калмыцкие лидеры это отмечали, что мы боимся только башкир. То есть, если башкиры будут с нами, говорил Тайша Дайчин в 60-е годы 17 века, то что мне, кроме Бога, бояться? То есть, вот такая ситуация, она, в общем-то, я повторяю, является особенной с точки зрения русского государства. То есть, это народ, который имел свою вооруженную организацию, которая напрямую не подчинялась московским властям. То есть, она была достаточно самостоятельной. И в этой ситуации очень интересно, как вообще вот в этом поликонфессиональном море, какие маркеры являлись основными при определении идентичности. Я посмотрел по документам, и там возникает достаточно большая проблема, потому что к началу 18 века мы видим 5 тюркских народов, живущих рядом. Это башкиры, татары, мишари, которые были отдельным этносом на тот период. Это казахи, каркалпаки, нагайцы. И, соответственно, все они говорят на языке очень близком. То есть, вот я привожу работу Мудрака Хисамиддиновой, которая отмечает, что в 17 веке уровень совпадения башкирского, татарского, нагайских языков превышал 85%. То есть, на тот период расхождение было гораздо меньше в языке, чем на сегодняшний момент. То же самое касается вот языка. Мудрак пишет башкир, казахов, каркалпаков. На тот момент они гораздо ближе были, чем в современных условиях. То есть, допустим, северо-западный диалект башкирского языка на тот момент он был ближе к казанскому языку, чем, например, допустим, юго-восточный диалект башкирского языка. То есть, он был ближе нагайскому. То есть, вот эти границы, они были достаточно условными. И языковая, я повторяю, ситуация, она не позволяла быть маркером этнической идентичности. То есть, и еще к тому же надо сказать, что литературный язык-то у всех был один. Это язык тюрки. И все документы, все письменные материалы, они писались на языке одном. Для всех тюркских народов. И судя по языковой ситуации, я повторяю, делаю вывод, что в 17-18 веке язык не определял идентичность в нашем регионе. То же самое касается, например, такого маркера, как религия. То есть, противостояние мусульман-не мусульман, он тоже, в общем-то, здесь очень условный. У нас здесь 5 народов говорит то есть, верит, принадлежит к одной конфессии, это ислам ханафитского мазхаба, да, здесь тоже, в общем-то, возникает вопрос, что религия не может являться таким этническим маркером. Вера в общее происхождение.
как в качестве маркера, который выделял и Широкогоров, и Токарев, да. Так вот, вера в общее происхождение тоже здесь не может выступать маркером. Это связано с тем, что известны были шижеры, а их приводит Кузеев, о том, что вот 4 народа, башкир, то есть иштяк, нугай, татар и мишар, имеют общего предка. Это вот знаменитая шижере участника крестьянской войны под предводительством Пугачева Кинзи Арсланова. То есть в нем говорится, что это 4 брата, которые, в общем-то, являются родственниками. Да? То есть у них общий предок. Поэтому вера в общее происхождение для тюркских народов, она тоже, в общем-то, не может служить таким критерием разделения, этнического разделения. Но, кстати говоря, ведь, собственно, этническая родовая структура у тюркских народов очень близкая. Это кипчакская основа. Да? Кипчакские роды у башкир – это очень большой пласт, так сказать, этнический пласт, то же самое у нагайцев, у казахов и так далее. Да? Тут вот я, размышляя все-таки на тему и изучая источники, пришел к выводу, который, в общем-то, заметили еще участники экспедиции XVIII века. Это, прежде всего, экспедиция Лепехина, Палласа, которые внимательно изучали башкир и сделали очень ценные наблюдения. Вот Паллас, который был у нас на восточной части Зауралья, он отмечает, что вот удивительно, но у башкир, говорит он, существует огромное количество всякого рода прилагательных рассказов, как вот он называл, да, связанных с речками, ручейками, горами, мелкими какими-то природными объектами. И я, говорит, такого не видел ни у одного народа. То есть мы на современном языке говорим, это локальные мифы. То есть доминирование локальных мифов у башкир, отмечает Паллас, является таким уникальным признаком. И он говорит, делает вывод, наверное, это связано с тем, что народ этот живет здесь издревле. Вот такое, говорит, ни у татар, ни у мишарей, ни у удмуртов мы такого не наблюдаем. То же самое пишет Лепехин. Он говорит, ну вот странная вещь, есть гора Туратау, да, уже сейчас достаточно актуальная. И он говорит, вот татары, например, никакого почтения к этой горе не питают. И более того, они всячески насмехаются над сакрализацией этой горы башкирами. И даже там 2 человека пытались так посмеяться, нагадить на ней, напакостить. Да, в результате их род весь вымер, говорит Лепехин. И башкиры туда не поднимаются просто так, а поднимаются только восходят для дачи каких-то обещаний, да, обетов. И вот он говорит, вот это странная вещь, потому что одни верят, другие, в общем-то, близкий родственный народ, но не верят вообще. И вот мое мнение, оно как раз-таки связано с тем, что этническая граница проходила на уровне сакрализации локального пространства. То есть только башкиры имели массу локальных мифов, которые, кстати, связываются не с архаикой, как мы считаем, как это думал Паллас, да? Это связывается с вотчинным правом. Потому что башкиры имели основной критерий в социальном плане как раз-таки институт вотчинного права. Ни один народ им не обладал. Вотчинное право мы рассматриваем исключительно как законодательную, да, правовую норму. Но ведь в коллективном сознании башкир это не правовая норма. Это сакральная норма. Она как раз идет в мифологическом, так сказать, дискурсе. То есть для башкир своя родная территория, она всегда рассматривается как сакральная территория, а не как документально подтвержденная. Вот я сам, например, в генеральном межевании, в фонде генерального межевания сталкивался с земельным спором в Челябинской области, нынешней Есетской провинции, тогда между мишарями и башкирами. И любопытно там приводится, это документ начала 18 века. Мишари говорят, башкиры верят, что это земля их, что она испокон веку принадлежала их, значит, предкам, что она при крымском царе была пожалована им за убийство их родственника. При крымском царе это Сафа-Гирей казанский. А татары говорят, мы в такое не верим, у нас владение землей подтверждается документами. Понимаете, да, 2 позиции на владение землей. То есть одна из них абсолютно строится на сакральности, на мифе, а другая строится на делопроизводстве. Понимаете, да, вот здесь надо искать маркер, границу, которая отличает этносы
на Южном Урале. То есть является... Это вот мое мнение. Я считаю, что эту часть можно отнести к области этнической культуры. То есть это не общее происхождение, это не язык, это не религия, а именно вот этот элемент этнической культуры. Ну вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать. Я, конечно, привожу больше аргументов в письменном докладе в пользу этой позиции, но вот так хотел я ее обозначить. Если вопросы есть, я с удовольствием отвечу. Пожалуйста. А правильно я понимаю, что с письменными источниками ты такой работаешь очень плохо, и поэтому есть только внешнее наблюдение, и поэтому ситуация, когда вот эксплицитно одним вы говорили, а других определяя их определенным образом, говоря, что те-то это те, кто совершенно недолжным образом сакрализует пространство. Вот такого практически невозможно найти, поэтому приходится работать по косвенным источникам, потому что все-таки же маркеры это про то, как одни люди смотрят на других, Ну да. в первую очередь, а не про то, как третьи приходят на территорию и говорят, что эти отличаются от этих так. Потом, конечно, это может войти в, так сказать, парадигму и стать основой для внутренних развлечений. В первую очередь, я думаю, что в этом материале стоило бы смотреть именно на вот такого рода. Абсолютно, вы абсолютно правы, потому что если мы берем делопроизводственные источники, а у нас основная масса вот материалов дошло именно в документах, то вы знаете, ведь русское государство этническую идентичность вообще игнорировало. В 17-18 веке не было понятия для государства как этнос. То есть существовало что? Сословие существовало, подданство. А, например, вот отличие башкир и татар для государства – это исключительно сословные различия. Кстати, на этом основании современные наши казанские коллеги, они считают, что башкиры – это не этнос, а сословие. Почему? Потому что по документам, письменным документам, русское государство именно имеет в виду только сословие, а не этнические сообщества. Ну, как подобно современным Соединенным Штатам, этническая принадлежность никого не волнует. Кто ты там по происхождению, да? То же самое и русское государство в 17-18 веке абсолютно не задумывалось о этнической идентичности. Для него башкиры отличались от татар, потому что одни служат, они служилые люди, а другие ясачные. То есть они, в общем-то, как писали в челобитных, башкиры называют себя холопами, это служилые люди, а казанские татары называют себя сиротами. То есть вот это вот разграничение, оно сословное, оно не этническое. Понимаете, да? Поэтому письменный документ нам никакого критерия или маркера этнического разделения не дает. Спасибо. Спасибо. Вот еще вопрос. Юлия Викторовна, Нормандская. Да, я, собственно, хотела бы дать небольшой комментарий с точки зрения лингвистики к вашему рассуждению о том, что мифологические названия имеют, не древнюю, а более инновационную природу. Да? Здесь я хотела бы обратить ваше внимание на статью Хисамиддинова Эгба, которая будет опубликована через несколько дней, появится на сайте журнала Урало-Алтайских исследований. Там, поскольку заместитель главного редактора была знакома до публикации, Фирдаус Гельмиддиновна там показывает, что с точки зрения этимологии, вот эти слова башкирские, они имеют практически все древнюю природу, практически все не заимствованы, а имеют параллели в других кыпчакских языках. И если разбираться с теми языками, с другими, да, с казахским, с кумыкским, то там видно, что тоже были такие названия духов, но сейчас они практически вышли из употребления, но в словарях, в старых источниках еще можно найти. Поэтому она приходит к выводу о том, что вот это вот название духов все-таки имеет достаточно древнюю природу, кыпчакскую, в башкирском языке, но в других языках это почти вышло из употребления, а в башкирском сохранилось, возможно, вследствие того, о чем вы говорите. Спасибо большое. Это в общем-то, подтверждает. Ведь если явление долго сохраняется, очевидно, для этого есть какое-то основание. Так ведь, да? То есть, если миф долго живет, как эпос Урал-Батыр, который был записан в начале 20 века, да, почему он так долго сохраняется? Значит, он выполняет какую-то социальную функцию. Если миф о каком-то локальном пространстве существует очень долго, значит, он очень полезен социуму. То есть он используется и имеет функциональную какую-то значимость. Спасибо. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, давайте оставим вопросы, может быть, на секционное заседание.
Я уже встал, можно? Это очень важно, потому что касается всей территории программы башкирского народа. Не могу финансовый председатель комитета по сохранению развития башкирской языка. Первый вопрос был. Кстати, очень хороший доклад, спасибо. Лет 20-15 назад все историки сообщали, что нет доступа к Ногайскому архиву, и никто его не изучает. Вы несколько раз упомянули Ногайцев, и я участвовал в конференции благодаря Азапу в прошлом году. Сейчас Ногайский архив изучается башкирским ученым? Вы имеете в виду фонд посольского приказа «Ногайские дела», что ли? Ну, я сам вот последние 5 лет по грантам работал с ногайскими делами. Но, кстати говоря, вот любопытно, что до меня огромную работу проделал Вадим Викторович Трепалов по архиву ногайских дел. И вот все, что по башкирам в ногайских делах есть, он отдельно опубликовал «Ногай в Башкортостане». У него есть работа 92-го года, по-моему. Вот она в Уфе опубликована. Поэтому... Еще одна работа, по которой мы хотели, если продолжая сделать громадный комментарий, это башкиры и горная власть. Башкиры и горная власть. Это занимаясь проблемой Уфа-Шагири, я привез этот архив сюда, Карипановский. Вот вы не касались ситуации вокруг Уфа-Шагири и вот этой горной власти, Верхосельской? Ну, насколько я вот работу Карипанова, мы тоже активно включали его документы в 3-й том истории башкирского народа, то есть с ним сотрудничали активно. Ну, вообще, надо сказать, и Кузеев заметил, что у нас зауральская часть, вот та часть, которая сейчас Свердловская область, там она очень слабо изучена. И исторически, да, не за что. Спасибо, уважаемые коллеги. Решите предоставить Альфису слово для вопросов. Булат Ахмедович, вопрос от Альфиса Фиановича. У меня не столько вопрос, наверное, будет предложение, которое, скорее всего, будет поддержано всеми нашими коллегами. Историки хорошо знают, и, собственно говоря, и общественники теперь уже знают, что в городе Перми в Национальном архиве лежат огромные пласты нераспакованных архивов, которые касаются судеб башкир северо-востока, северо-запада нашей республики. Я предлагаю, значит, включить в нашу резолюцию пункт такой, что необходимо обратить на это внимание, изучать эти архивы, и их надо выводить в научный мир, иначе вот там, ну, я не знаю, в каком они состоянии, эти архивы, наверное, они могут и, собственно говоря, пропасть. Спасибо большое, Алексей Ильич. Я с вами полностью согласен. Это вот идея, которую мы проталкиваем многие годы, что должен быть создан корпус источников по изучению башкир, не только пермских архивов, но и московских, санкт-петербургских. И создана вот такая электронная база. Сейчас, в общем-то, возможности для этого есть. Вот казахи, насколько я знаю, 30 лет назад этим занялись и создали вот такой, я бы сказал, идеальный фонд, с которым может познакомиться каждый желающий. Да, вот. Тем более, что, в общем-то, у нас письменных источников в связи с уничтожением приказа Казанского дворца по региону очень мало. И надо собирать то, что осталось. И в столичных архивах, и в провинциальных. Я с вами полностью согласен. Спасибо, Булат Ахмедович.